Здравствуйте. Я прихожусь Рудольфа Нуреева племянником, в общем-то, получается, двоюродным, потому что он двоюродный брат моей мамы. Его мама Рудольфа Нуреева и мой дедушка, они родные брат с сестрой. Моего деда звали Валиулла. Он здесь жил в Казани. В принципе, он родом из татарского Тугульбаева, так же, как и, соответственно, мама Рудольфа Нуреева тоже из татарского Тугульбаева. Да? Вот. И в 1914 году мой дед уже был здесь, в Казани. Он служил денщиком у генерала на пороховом заводе, у директора порохового завода. Вот, это как раз когда вот этот взрыв был знаменитый, в это время он был там, мой дед. В 2014 году, это то, что когда вот Казань вся чуть не взорвалась из-за взрыва на пороховом заводе, вот мой дед был там. Он служил тогда вот службу. После, тогда уже все, когда все это произошло, он так и остался в Казани жить. А в голодное время маму Рудольфа Нуреева, их родители привезли к деду сюда. Деду было 21 год, а ей было 7 лет. И ее привезли в Казань к деду сюда. Они жили на Галицкой-Камала, это вот дом на углу Галицкой-Камала, Нариманова. Там был дом такой деревянный, двухэтажный. На первом этаже они там жили, и они привезли ему, потому что там в деревне было голодно. Вот. И она жила у деда до тех пор, пока не вышла замуж и не родила первую дочку. То есть сестру? Жила, да, старшую сестру Рудольфа Нуреева. Да. Вот она вот так вот это было. Вот. Отличается у нас у деда фамилия с мамой Рудольфа, потому что дед в свое время пришел, тогда ведь не было фамилии, в общем-то. Фамилии стали давать по предыдущим родственникам, то есть по отцу. То есть отец был Аглиулла, и, соответственно, дали фамилию Аглиуллина. А он пришел и сказал: мне не нравится фамилия Аглиуллин, мне нравится Идрисов. И взял себе фамилию Идрисов, дед. А мама Рудольф остался. Ну, так можно было тогда, да. Вот. И, такая вот история была. Вот они получились разные фамилии, хотя они близкие родственники, то есть брат с сестрой. Я, получается, являюсь его внучатым племянником. И вот первая встреча, это была в 1992 году. Я как раз приехал на лето, к моей бабушке с дедушкой, родители уехали в Нижнекамск, в Нижнекамске жили. И до войны кто-то позвонил, я просто на тот момент не знал, мне там лет 8 где-то, наверное, было. Вот. И она пошла в театр, он мне говорит: ты, говорит, посиди, я, говорит, скоро вернусь. Потом в попыхах возвращается, меня берет, давай, говорит, пошли, говорит, мне, говорит, брат приехал. Вот. И там была как раз на тот момент репетиция, и я не знал этого, но там сидела, с ним в партере где-то. Да, общалась с ним. А я в этот момент выбежал, на сцену, меня вывели сбоку, где вот как раз эта сцена происходит, а я со стороны стоял, смотрел на эту сцену, и мне стало интересно, что будет, если я выбегу, как это будет выглядеть. И выбегаю, и смотрю, да, они с кем-то разговаривают. Ну, видно, как раз в момент это был Рудольф Нуреев. И он спросил, говорит: а это, говорит, кто? А он говорит: это, говорит, мой внук Дамир. И он потом говорит при всех: значит, это, говорит, мой тоже внук. И вот при всех так говорил: у меня, говорит, есть внук Дамир, он живет в Казани. И вот эту значимую встречу для них организовал, потому что он, говорит, до войны обратился, сказал, что у него не было фотокарточки отца, и она попросила посмотреть, если эта фотокарточка, вести ее с собой на память. Ну, да, они снова побежала, и вот эту как раз фотокарточку ему принесла. Знаю, что он был с ним в ссоре из-за того, что хотел, чтобы сын занимался русской профессией, а Рудольф Нуреев занимался танцами. Вот это из рассказа бабушки было. И вот она мне рассказывала и говорит, что на фоне этого он даже ушел из дома и занимался самопроизвольными танцами. И даже сестры там помогали, прикрывали его, говорит, отцу говорили, что он там типа где-то работает, а сам, говорит, тихоря бегал на бальные танцы.
по 12 часов в день, говорит, стал перед зеркалом, тренировался и делал вот эти все, говорит, прыжки. Мы не ходили, мы вот привезли как раз сына в Казань, просто мы жили в Нижнекамске на тот момент. Да, поэтому... А вы знали, что он приехал? Да, мы знаем. Я знал, что мама сказала, я с мамой разговаривал, она сказала, то, что она пошла, встречалась с ним, в общем-то, там он ей подарил что-то, там какие-то, это его сопровождающие, там, я не помню, кто с ним было, не Марго ли Фонтейн была, я не помню, кто с ним была. Кто-то с ним была сопровождающая, а она подарила ей духи, вот я знаю то, что... Французский, наверное. Да, да. Стоит предположить, учитывая, что он приехал. Ну да. Вот. Ну, естественно, у них было очень много впечатлений. Ее, в принципе, эту встречу организовала Рамзия Диатуловна, на самом деле. Рамзия Диатуловна Такташ. Это мамина подруга, это она, получается, сноха Хали Такташа. Вот. Это мамина подруга. Она, к сожалению, умерла вот уже вот недавно, да? А так она работала в театре здесь у нас. И мы с ней, в принципе, достаточно хороших отношениях. Я продолжал как бы с ней поддерживать отношения, я ее с детства помню, потому что мы и к ним ходили в детстве. И, в общем-то, ее очень хорошо знаем. И мы ходили к ней до того момента, пока, как говорится, к сожалению, ее уже не стало с нами. В воспоминаниях только то, что он очень хотел повидать маму. Он очень хотел повидать, но с папой он не мог общаться. Там на тот момент, я насколько помню, уже папы уже у него не было, он умер. Вот, а с мамой он хотел повидаться, он очень тосковал. Из ближайших родственников именно Рудольфа? Нет, с ними-то мы не поддерживаем, к сожалению, связь, потому что, когда они уехали, у меня единственное, что есть, у меня есть открытки, мама то, что переписывалась в свое время поздравительно. Вот это я помню, потому что вот эти детские воспоминания у меня даже больше остались, чем потому что дальше уже, в принципе, там связи практически не было. Переписывались, родители постоянно переписывались. Бабушка у меня ездила туда к ним в гости, потому что моя бабушка, они же практически одного возраста были. Они в Уфе жили. Она в Уфу постоянно ездила. Она привезла тогда, помню, подарок от них, там, этот башкирский мед. Я помню, медведь до сих пор у нас стоит, там, этот подарок такой от родителей Рудольфа. Бочонок, он так держит, бочонок деревянный такой. Вот, в общем-то, бежал, да, ведь там пришли, за ним приезжали там КГБ, бежали, там, чтобы его вернуть, потому что там Хрущев кричал там вернуть его немедленно. Вот, соответственно, отца из партии исключили. Он же был партийный, он причем был военный партийный, он же политработник был, не просто так. И у них на этом фоне еще хуже разладились, в общем-то, отношения. И, соответственно, как он мог общаться? Единственное, что мы слышали, я в детстве слышал «Голос Америки», когда пап слушал, радиоприемник слушали, там, когда передавали про Рудольфа Нуриева. Вот это вот то, что мы слышали, вот знали, что с ним, как, что, это вот именно по голосу. Да, «Голос Америки» только слушали, да, больше никак невозможно было узнать ничего. Я был маленький, я слышал, я говорю, вот это мне было, ну, я не знаю, сколько лет. Ну, в начальных классах школы, наверное, в начальных классах. Я слышу, я знал то, что мне мама рассказывала, потому что только она говорила, никому не рассказывай в то время. Чтобы не знали, что есть родственник такой за границей. А тогда КГБ и так далее, это же все Советский Союз. Только никому не рассказывай, что такое есть родственник. Но я знал, в принципе, это практически там чуть ли не садикского возраста. Интересно было всегда интересно, всегда было как-то послушать. И я тоже слушал, когда там какие выступления там проходили, где он выступал. Все это было очень интересно. Увидеть это, к сожалению, тогда не было никакой возможности. Ну, какая-то гордость была, конечно, естественно, да, потому что такая величина. А я там с какого, ну вот, объясняли мне, что я тоже каким-то боком к нему прихожусь. Но получается, мама его, Рудольфа Нуриева, да, и моя бабушка Биби Гайша, они очень сильно дружили, они практически одного возраста. Они вообще прям как подружки жили, потому что она жила же, получается, у нас, ну, как у нас, у деда, да, то есть, где мама у меня жила, то есть, на Гельскаркамала там жила. Я этот дом же прекрасно помню, я туда ходил, но деда-то уже не было в это время, он же в 43-м году умер. Бабушка-то жила там. Нет, а что с наследством? Они получили просто там небольшую сумму. И все.
и все. А фонд, там на самом деле их два фонда, не один. Два, да. Два фонда, на самом деле, они, в принципе, существуют. Их пожелание было, насколько я знаю, Рудольфа, в том, что эти фонды были на развитие балета. Мне, кстати, интересно, у нас Казанская школа балетная каким-то образом взаимодействует с фондом Рудольфа Нуриева или нет? Я помню, что бабушка при жизни тоже говорила, что у Рудольфа Нуриева была апельсиновая роща где-то в Калифорнии, когда я покупал, и вот эта апельсиновая роща тоже перепала и этому племяннику, там, который живет в Калифорнии. А в квартире во Франции живет одна из его сестер, тоже на полном обеспечении якобы, она там ни за что не платит. Скорее всего, уже умерла, наверное, я думаю, потому что по этому возрасту это уже, наверное, навряд ли. Навряд ли. Вот с островом, который находится там где-то на испанском побережье, вот он остался без исходности, вот, потому что мне про него тоже рассказывали не раз, говорили, что поскольку завещаний нет, наследников прямых нет, и поэтому, что там происходит с этим возрастом, тоже непонятно. Может, фонды там сами управляют уже. Да, и непонятно, что там за фонды, потому что я туда пытался написать как-то, ну просто хотя бы что-то ответили, они так проигнорировали, в общем-то. Ну, я не то что знаю, я даже там был на этой улице, Рудольфа Нуриева. Удивительно. Примавера, да, поселок Примавера, да, это я знаю. В 2017 году. Да, там её небольшая назвали. улица, ну, они там, в принципе, все в честь выдающихся каких-то деятелей искусств там в этом поселке. Но то, что удивительно на самом деле, в Казани вполне достаточно всяких улиц, там, как это в том фильме «Вторых улиц строителей» и там третьих улиц строителей, да, и так далее. Их очень много там. Я встречал там по 9 одинаковых улиц по номерам, которые можно было просто переименовать смело. С балетом нет, внук. Раньше я занимался. Даймир там. Сколько учился, ходил на бальные танцы, да. Почему не продолжили? А тот период был, во-первых, и 98 год наступал, и там вот этот денежный дефолт произошел, и у родителей просто не было возможности дальше продвигать обучение, и поэтому дело пришлось закрыть. А Ну, чем вы вообще занимаетесь? Сейчас работаю как гидом в ДК Travel, туристической компании, просто возим туристов, показываем город. Ну, я уже на пенсии, я много чем занимался, я предприниматель по жизни, поэтому у меня жизнь такая. Чем только не занимался, чем только не прикрылся. Сейчас все на пенсии, пасека своя у меня. Есть свой мед. Ну, я несколько раз посещал, конечно, в свое время. Сейчас в основном это Дамир ходит. У меня не всегда получается. Вот. Ну, в общем-то, ну, не всегда получается еще и попасть, так скажем, туда. Хотя, в принципе, разговор был о том, что там, ну, как контрамарки, как родственникам вроде бы, но не всегда они бывают, так скажем. Но если бывает, то не в самые удобные места, так скажем. Это я, к сожалению, не видел, а вот Валентина, по-моему, да, у него фильм. Валентина. Да, 77-го года. с участием Рудольфа, мне очень нравится вообще. Просто потрясающе. И на днях мне попался отрывок, я посмотрел с Рудольфом «Свинячье озеро», по-моему, называется, да? Вот такое было у него выступление. И это что-то такое. Ну, это пародийная, в общем-то, его пародия была на, я так понимаю, в Париже не был. Ну, хотелось бы, конечно, потому что настолько, в общем-то, это потрясающая такая это могила. Я эти фотографии смотрел, это просто что-то, это хотелось бы, конечно, увидеть. Мы всегда, каждый раз, кстати, у меня супруга тоже, когда собираемся, если почитает, там у нас приходит там бабай, там почитает, там всегда мы Рудольфа тоже читаем. Чтобы это. Вспоминаете? Ну, конечно, как же. Ну, у меня вопрос, конечно, большой про памятник, который поставили в Казани. Вам не нравится? Мне тоже не нравится. Мне он нравится. Мне не нравится, где его поставили. А место не нравится? Ну, конечно. Почему? Но его поставить надо было спереди. И не в центре, а сбоку, спереди. И тогда бы это привлекло бы, понимаете, это была бы привлекательная такая экспозиция для туристов и для самого театра. Он выиграл бы от этого. Если бы, допустим, смотреть если на колонны, получается, вот с этой стороны я бы его поставил здесь лицом. То есть вот когда смотришь на театр, чтобы он лицом смотрел на тебя.